Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Инфаркт миокарда, много ли мы знаем о нем, сможем ли мы распознать его первые признаки. А между тем, эта болезнь, как говорят специалисты, молодеет с каждым годом. Как не пропустить первые признаки и как оказать, самое главное, первую помощь? Мы сегодня говорим с нашей гостьей. И в гостях у нас Александра Семенова, врач-кардиолог Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Доброе утро. Александра, Доброе утро. Ну, давайте сперва объясним, что такое инфаркт миокарда вообще общедоступными словами. Это, конечно же, заболевание, связанное с прекращением доступа крови к определенному сосуду, коронарному сосуду, то есть сердечному сосуду. Оно может быть связано из-за атеросклеротической бляшечки, которая у нас развивается с возрастом. И, конечно же, это очень грозное заболевание, и то, что Всемирная организация здравоохранения говорит, то, что оно молодеет, это мы видим воочию. Потому что к нам, конечно, обращаемость очень высокая, и, конечно же, вот то, что заболевание молодеет, это правда. И, конечно же, очень самые, как сказать, подвержены люди, среднего возраста, так можно сказать. И это мужчины около 50 лет, и женщины около 60-65 лет. И, конечно же, бывают, встречаются и моложе. Ну, по каким признакам можно распознать его? Ну, конечно, это заболевание не приходит так сразу, да, все-таки есть какие-то факторы риска, которые мы в течение жизни набираем. Да. Это же, конечно, наш образ жизни. Конечно, это уже заезженная тема того, что образ жизни, там, здоровый образ жизни. Но, конечно же, те факторы риска – это гипертоническая болезнь, это наличие сахарного диабета у человека, и также еще это ожирение, абдоминальное ожирение. Это когда наслаивается в области живота большое количество жира, и это называется абдоминальным ожирением. Также курение и наш адинамический образ жизни, то есть мы не двигаемся, наше общество не двигается, то есть у нас как по программе: просыпаемся утром, едем на работу на такси или на автобусе, потом приходим на работу и садимся. в офис, да, сидим, садимся. да? И за компьютером работаем, все. А вечером таким же образом идем домой. Дома мы что делаем? Сядем на стуле или там на диванчик, разляжемся на диванчике, да, включим телевизор и будем спать. смотреть. Потом спать будем. Утро также как день сурка. Просыпаешься. И таким образом мы все накапливаем с нашего, как сказать, молодого возраста, как ком идет, и к определенному возрасту это все приходит, и сосуд закрывается, у человека инфаркт миокарда. И поэтому, конечно, это идет постепенно, и самый главный признак – это боли. Боль в области сердца при какой-нибудь либо нагрузке, и одышка. И так как я говорила, что это приходит постепенно, это сперва как стенокардия, напряжение. Они делятся на 3 функциональные класса: 1 класс, 2 класс, 3 класс. Это в зависимости от наличия нагрузки. То есть сперва человек делает очень повышенную нагрузку, то есть колет дрова, там, ходит пешком, бегает. И там появляется одышка, чувство боли. Это, конечно, не в молодом возрасте, это уже где-то должно быть 40, и, 50 и 60 лет, в этом промежутке времени. И потом нарастает сперва при такой насыщенной нагрузке, а потом уже при умеренной. Там прошелся 2 этажа вверх, и уже одышка, боли. А потом 3-й функциональный класс – это уже когда мы тогда даже сидим, немножко подвигаемся, или даже могут быть и ночные приступы. И потом уже это означает, потом идет нестабильность стенокардии, это когда наш сосуд, он уже есть там атеросклеротические бляшечки, и, конечно же, он закрывает просвет сосуда, определенный процент сосуда, и кровоток к сердцу ухудшается. А что делать конкретно, если человек остался один на один с этой болью, с этим приступом? Да. Какие его первые действия должны быть? Первые действия – это, конечно же, вызвать скорую помощь. Потому что все-таки мы должны вызвать скорую помощь на себя, потом открыть дверь, потому что бывает то, что они забывают, пациенты, то есть сразу открыть дверь, чтобы скорая помощь к ним зашла быстрее.
Вот. Ага. Потом и лечь на кровать. Потом также, ну вот люди, которые уже встречались с этим заболеванием, и они уже знают то, что у них в кармане должен быть нитроглицерин, аспирин. Аспирин, вот. Потом нитроглицерин нужно положить под язык, а аспирин нужно разжевать. Александра, огромное вам спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Мы прощаемся с вами, увидимся завтра.